В фойе музея была организована выставка фотографий и книги афоризмов писателя. Меткие высказывания Искандера, которые как нельзя точно отражают жизнь и быт народа, наверное, знает каждый. Место проведения круглого стола выбрано не случайно. Фазиль часто бывал в этом доме, общался с семьей Гулия. Здесь проходили беседы о творчестве и судьбе абхазского народа. Особая аура дома задала тон вечеру памяти. Дом-музей Гулия – это, конечно, особый дом. Здесь особая аура. Здесь бывал Фазиль Искандер и не единожды. И он дружил и с Георгием Дмитриевичем Гулия. Он бесконечно уважал Дмитрия Ильича Гулия. И поэтому нам казалось естественным провести этот вечер памяти. Но не просто как вечер памяти, а просто сделать как бы круглый стол, то есть поговорить о нашем великом соотечественнике, поговорить о его творчестве, о том, как нас коснулось его творчества, каждого из нас. Участники круглого стола делились воспоминаниями и говорили о духовном наследии великого писателя. Выступающие высказывались о том, как Абхазия повлияла на творчество Искандера. Говорили об обратном воздействии, о роли творчества писателя в духовной жизни народа. Разговор был открытый и честный, и касался он не только личности Искандера, но и нашего отношения к его памяти. Журналист Ибрагим Чкаду, автор документального фильма о писателе, считает, что мы должны сохранить то наследие, которое нам передал Искандер, и правильно им распорядиться. Политика Искандер никогда, два эти понятия очень тяжело совмещаются, но я вот хочу сказать об аспекте как раз таком, что мы должны знать, какая ценность и в этом смысле представляет Искандер, потому что, ну дай бог, чтобы у нас еще там Хибла есть, то тоже всемирно известно, у нас там был Александр Константинович, то есть были имена на небосклоне культурном в мирового масштаба, но это не так быстро, не так часто происходит, тем более в пределах такой маленькой нации, как мы, и поэтому и очень важно, как мы распорядимся этим наследством тоже. Фазиль Абдулович бесспорно внес огромный вклад в развитие двух культур, абхазской и российской, отметила министр культуры республики Эльвира Арсалия. Она подчеркнула, что творчество Искандера – достояние двух стран. Всегда, когда речь заходит о творчестве Искандера, я вспоминаю определение Лихачева по поводу сестер Бубновых, что на самом деле это целый... То есть то имя, которое возникает на стыке таких больших культур, как наша культура и русская культура, это имя, которое их связывает, несомненно. И то определение, которое дает как служение двум народам, это служение человечеству, мне кажется, оно, несомненно, подходит, конечно, и Фазилю Абдуловичу. Важно знакомить с творчеством Фазиля Искандера молодое поколение нашей страны, говорили участники дискуссии. Именно поэтому во всех образовательных учреждениях необходимо популяризовать произведения писателя. Я всегда ребятам говорю, что нам просто повезло, что мы все-таки в одно время жили с таким мощным талантом. Это вот очень важно. Не всегда, наверное, это понимаешь. Через какое-то время приходит ощущение того, что вот эта действительно глыба была рядом. И она определяет вот какие-то очень важные правила нашего поведения и так далее. Мы утратили мудреца, вот того самого, который рано приходит, да? Который вовремя приходит по Фазилю. Писатель сумел рассказать миру об особенностях абхазского национального характера на понятном всем языке, отмечали выступающие. Его философия и взгляды на жизнь поражают, так же, как и то, насколько он умело переносил их на бумагу. По мнению участников встречи, обсуждение дало дополнительную пищу для размышлений о наследии Искандера. Сима Аргун, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение.